Всем привет! Меня зовут Саида Нариман, я мама двух подростков и не понаслышке знаю, что такое подростковый кризис. Моему старшему сыну 19, а дочке 15 лет. И сегодня я хочу поговорить с вами на эту тему. Как быть, чтобы не наломать дров и в то же время помочь своим детям пережить этот нелегкий период? Вот 5 основных моментов, на которые я хочу обратить ваше внимание и надеюсь, что они вам помогут. Первое. Слушайте и понимайте. Подростки часто переживают много эмоций. Очень важно слушать их и пытаться понять, но не критикуя. Это самый важный момент. Научитесь слышать ваших детей, при этом не делая никаких оценок. Как часто я слышу от родителей в адрес своих, казалось бы, любимых детей: «Господи, смой этот кошмар с лица, как ты можешь так краситься?» Или «Во что ты вырядилась, как ты так пойдешь в школу, немедленно сними». Вот тут я хочу задать вопрос: а как бы вы отреагировали на такой выпад в свою сторону? Второе. Говорите открыто. Общайтесь с подростками, спрашивайте о его чувствах, но делайте это так, чтобы он не чувствовал давления. Не пытайтесь что-то умалчивать или скрывать. Ребенок всегда чувствует, и поэтому говорите все так, как есть. Третье. Устанавливайте правила вместе. Важно иметь правила, никто не спорит, но устанавливайте их вместе с подростком, чтобы он чувствовал себя участником процесса, а не заключенным, отбывающим срок и исполняющим наказание. Четвертое. Будьте поддержкой, а не контролером. Помогайте вашему подростку справиться с проблемами и давайте ему возможность самостоятельно принимать решения. Тут есть очень важный момент для всех родителей. Мы все хотим, чтобы в какой-то внештатной ситуации ребенок обращался к нам, и мы были первым, кому ребенок обратится за помощью. Но при этом, когда ребенок к нам обращается, мы начинаем его осуждать, ругать, наказывать, тотально контролировать. Хотелось бы спросить вас, вы бы обратились повторно к такому человеку? Наверняка нет. Станьте опорой для своего ребенка. Научитесь проходить вместе какие-то жизненные неурядицы без осуждения и позиции строгого взрослого. И последнее. Не бойтесь просить помощи. Если вы видите серьезные изменения в поведении вашего ребенка, не стесняйтесь обращаться к специалистам за помощью. Но тут есть один важный момент. Вместо того, чтобы тащить подростка к незнакомому человеку, пытаясь изменить его поведение, сначала сходите к психологу сами. Очень часто проблема не в детях, а в нашем восприятии мира. Мне тоже очень помогла терапия с психологом именно в момент кризиса старшего сына. В любом случае, в итоге все родители хотят для своих детей самого лучшего. Другое дело, что мы делаем это через призму своего мировосприятия. Поэтому всегда помните, что подростки ищут свою идентичность и независимость, а ваша поддержка очень важна для них.